Как ни странно, вот казалось бы, у нас центр города полностью застроен, тут много исторических зданий, которые были снесены или нет, но вот именно вот эта часть, площадь Ленина, как оказалось, очень долгое время была не застроенной. В 17-18 веке тут была запрещена постройка жилых домов и строений по той причине, что она затапливалась. И то есть здесь не было никаких жилых или других каких-то построек. В начале 19 века, ну, видимо, в силу развития торговых отношений, была необходимость в какой-то вот большой торговой площадке. Значит, и было подано прошение, чтобы, ну, а поскольку искали какое-то место, видимо, к тому времени оно более-менее высохло, решили поставить гостиный двор здесь. Значит, в 1820 году они его начали, и в 1836 году они его закончили. Просуществовал он до 1956 года. Потом, как мы знаем, его снесли. И с 1956 или 1957 года эта территория нам известна как площадь Ленина вплоть до сегодняшнего дня. То есть никаких других объектов культурного наследия, кроме гостиного двора, здесь нет. Но, видимо, дело в том, что, к сожалению, я вот не нашел, нет ни одной фотографии, где происходит разбор гостиного двора. Есть фотографии, когда он есть фотографии площади, когда его уже нет. Я так полагаю, что когда, значит, они его разбирали, ну, а как обычно бывает, фундамент они это оставили и потом, значит, присыпали. Потом, как не забываем, что именно здесь находился фонтан, и, видимо, ну, вот он здесь находился, и здесь же находился, как вы видите, вот этот резервуар. То есть вот эту часть уже была переработана, и это подтвердили данные этих геологических скважин. То есть они показывали, что тут техногенный слой залегает там 1,5-2 метра и так далее. Соответственно, когда встал вопрос, нужно ли проводить здесь археологические исследования, значит, мы как специалисты пришли к выводу, что достаточно ограничиться наблюдением, то есть произвести контроль за строительными работами в случае вот обнаружения каких-то объектов, приостанавливать и уже, значит, дорабатывать, доисследовать. Именно по той причине, что нарушенный культурный слой, он не представляет значимой исторической ценности, потому что он переработан. А раскопки необходимы для того, чтобы можно было зафиксировать. А поскольку гостиный двор объект известный, там есть, ну, данные, там, какой он был, одноэтажный, кирпичный и так далее, то ничего принципиально нового здесь, в этих, мы найти не можем. Но тем не менее, вообще можно было обойтись и без наблюдения, но тем не менее мы решили это наблюдение сделать. Ну, это оказалось правильным. Что касается вот этого инцидента, значит, я провожу вот это наблюдение с января месяца. Вот интересно, что ни в январе, ни в феврале никто сюда не заходил. А вот именно вот вчера, в тот день, когда вот это все произошло, значит, Андрей Высоких пришел сюда раньше, а я пришел в обед. И так получилось, что мы с ним разминулись. То есть это, в принципе, это все было ожидаемо, но нужно было понять, когда. Наша задача, моя задача как эксперта, потому что я выступаю здесь как эксперт, не принадлежа никакой организации. Значит, моя задача, то есть добрать вот эти остатки, их оставить. И, значит, мы здесь поставим палатку и будем это все анализировать, сопоставляя с архивными данными. Но, повторюсь, никаких каких-то новых сенсационных, что тут погребение может быть, или еще там что-то. Ну, если согласно архивным документам, ничего здесь не предусмотрено. Может быть, будет какое-то уточнение деталей, которое, в принципе, для широкой и общественной, но это будет непонятно. Хотя даже вот специалисты, когда сегодня пришли, вот Сергей Слепцов был, значит, Андрей Высоких, Александр Дьяконов, в общем-то, тоже они высказались за то, что, ну, для нас ничего нового ни о гостином дворе, ни о площади, значит, получить не можем. Что касается деревянных построек, то тут в основном только вот это, пойдем посмотрим, это, собственно, вот этот фундамент деревянный, на котором стоял сам гостиный двор. Он же был, это же ленточный фундамент, то есть он стоял прямо на нем. И, собственно, вот мы видим этот контур, вот он там и находился. И здесь, в общем-то, располагается мусор различный. Там какая-то бумага есть еще и так далее.
Поскольку мы занимаемся раскопками в городе уже с 2017 года, если говорить про Елену Николаевну, у нас есть, в общем-то, представление, что примерно может здесь быть. Или наоборот, точнее, здесь как раз ничего не может быть. А вот если возвращаться к вашему участку по Утуму, там как раз, собственно, центр города находился именно там. Вот там площадь Тыгына, башня, залог, все, центральная часть была здесь. А эта часть стала центральной только потому, что раньше она была окраинной, была более свободной, и, значит, ее начали застраивать. И вот эта ось Ленина, проспект Ленина, появилась из-за того, что там стояла у нас острог, а там в той стороне был Спасский монастырь. И потом по генеральному плану, вот уже при архитекторе Карамзине, как раз было решение вот сделать ее основной, ну, линией и сделать выходы вот к Лене непосредственно.